первую очередь я хочу сказать, что слаженная команда Алашары и Мусы Хабалевича – это большое приобретение не только для Абазинского, но и для всех народов Карачаева-Черкесии и Абхазии. Естественно, мы не можем оставаться в стороне от этого, и мы являемся информационными партнерами всех проектов, которые Алашара претворяет в жизнь. Даже грантовые проекты, когда Алашара участвует и получает гранты, мы всегда письма поддержки о том, что мы обязательно это будем освещать. Но не освещать такую огромную работу, такую важную работу нельзя. Потому что все, что делается Алашарой, все, что делается Мусой Хабалевичем, делается в первую очередь для сохранения нашей самобытности, нашей культуры и, самое главное, нашего языка. Трудно переоценить работу всей команды в разработке методических рекомендаций по изучению абазинского языка именно в дошкольных учреждениях и по выделению дополнительного часа для изучения абазинского языка и литературы во всех школах. Я не знаю, какой народ может этим похвастаться. Для малочисленного коренного народа абазин это имеет архиважное значение. И вообще все проекты, которые претворяет в жизнь Алашара под руководством Мусы Хабалевича, они глубокие, и они настроены не на то, что вот сегодня провели мероприятие и забыли. Они настроены, как в советское время литературоведы говорили, что декабристы разбудили Герцена, так у нас Муса Экзеков разбудил весь народ. Работают фонды по каждому населенному пункту. Вот массовые мероприятия, абазинские игры, и абазинский фестиваль, и песня года, они как нельзя, я не знаю, что еще можно, какой метод придумать, они работают на наше национальное самосознание. И при этом в работу вовлекаются люди и других национальностей, и мы являемся примером для многих. Было мероприятие, посвященное Дню матери, на котором председатель Союза женщин Карачаева-Черкесии Марина Рамазановна Айбазова сказала: вы задали планку, до которого тянутся остальные женские советы. Женсовет, и молодежный отдел, и Академия спорта. Невозможно перечислить все те замечательные проекты, которые работают на сплочение абазин и абхазов, на сплочение абазин, на развитие абазинских населенных пунктов и, самое главное, на наше самосохранение. Говоря о совместной работе, я хочу рассказать о уже реализованном проекте, который начался очень хорошо, нашел продолжение. Это проект, посвященный патриотической работе. К 70-летию победы в Великой Отечественной войне нашей редакцией была проведена большая работа, подготовлены списки участников войны, ушедших на фронт из всех населенных пунктов с компактным проживанием абазин, независимо от национальности. Работа была кропотливая. Мы это опубликовали в 9 номерах нашей газеты. Понятно, что неудобно хранить 9 номеров газеты, и формат у нас немножечко не такой. Поэтому родилась идея книги, издание такой книги. Естественно, когда был сверстан макет, к кому мы можем обратиться, кто решает все абазинские проблемы. Муса Хабалевич. Мы обратились к Мусе Хабалевичу. Беспрекословно наша просьба была выполнена. Книга была безвозмездно передана во все библиотеки, во все сельские поселения, во все школы, дошкольные учреждения, семьям ветеранов. И, конечно же, эта книга оказалась очень востребованной, потому что люди находили в этой книге фамилии своих дедов, своих отцов. И спустя 5 лет мы немножечко переформатировали нашу работу, увязали с современным патриотическим воспитанием. Мы сфотографировали памятники воинам Великой Отечественной войны во всех сельских поселениях, увязали с прохождением акции «Бессмертный полк», и вновь эта книга была издана, и издана опять-таки с помощью Мусы Хабалевича. Мы благодарны Мусе Хабалевичу за то, что наши начинания, которые журналистские работы, чтобы они сохранились, они
превратились в хорошую, замечательную, в две замечательные книги. Мы благодарны Мусихе Абалевичу и всей команде Алашара. Кроме того, вот все дела, которые проводит Алашара, невозможно донести до народа в мельчайших подробностях, но мы стараемся это делать. Ежемесячно в газете «Абазашта» в последний четверг выходит полоса под логотипом Алашары, получается своеобразная газета в газете, где мы рассказываем, пусть и коротко, о всех начинаниях или результатах, о встречах, о планах, визитах, о той бурной жизни, активной жизни, которая проходит в Алашаре. Абазинское сообщество может говорить о Алашаре как о своей визитной карточке. Мы можем на любом уровне представить наш народ с помощью Алашары. Это и ролики, которые отмечены по России, это и Конгресс малочисленных народов, который Мусихе Абалевич провел здесь, в Черкесске, это и совместная работа с Абхазией, это и объединение абазин, проживающих более чем в 50 странах по всему миру в рамках Всемирного абхазо-абазинского конгресса. Это, я не знаю, это наше все. Меня всегда подкупает скромность, которая есть у Мусихе Абалевича. Как-то, будучи в Абхазии, мы были на возложении цветов у мемориала погибшим в годы Отечественной войны 92-93 годов в Абхазии. И я к своему, вот, я не знаю, изумлению узнала, что памятник в селении Тамыш построен нашим земляком. Абхазия это знает, а мы здесь, мы, люди, которые занимаются информацией, мы этого не знаем. Об этом я узнала по прошествии 10 лет. Вот эта скромность подкупает, и меня еще подкупает открытость Мусихе Абалевича. Мусихе Абалевич работает на результат. Он хочет, чтобы во все дела, которые проводит Алашара, которые проводит Конгресс, люди вовлекались, и от людей была отдача, чтобы люди прочувствовали, для чего это все делается. И еще меня подкупает то, что вся работа, по большому счету, направлена на молодежь, потому что молодежь – это действительно наше будущее. И если мы молодежи передадим все те постулаты, которые донесли до нас наши деды и отцы, то наш народ сохранится. И большая заслуга во всем этом будет и Мусихе Абалевича, и всей команды. Конечно, цель достигнута, и яркое свидетельство того, что народ объединен, это не только массовые десятитысячные праздники, абазинские игры и фестиваль, когда амфитеатры «Зеленый остров» не вмещают ни абазин, ни наших гостей. Самое главное в том, что каждый считает, что 23 июля он должен быть на этом Зеленом острове, он должен быть со своим народом. И когда я вижу аквагрим в виде абазинского флага на лицах абазинских детей, меня вот и то постановление правительства Российской Федерации, и то, что нас внесли в единый перечень малочисленных народов, оно меня как-то уже не пугает. У меня появляется надежда, что у нашего народа все будет замечательно. Мы были как-то в Красном Востоке в гостях у мамы Мусихе Абалевича с профессором Абхазского университета Екатериной Бебия. И Екатерина Георгиевна выразила маме Мусихе Абалевича теплые слова и теплое пожелание. И мама сказала: «Спасибо всем тем, кто понимает, что делает мой сын». И вот, наверное, мамины слова «я хочу, чтобы у него получилось все», должны быть услышаны Всевышним. И я хочу, чтобы у Мусихе Абалевича самые смелые, а у него планы всегда интересные, самые дерзкие планы находили воплощение. У него это все получится. Ему здоровье, благополучие. И чтобы долгие годы он оставался, я не знаю, ярким представителем абазинского народа. Мусихе Абалевич собрал очень активную, очень креативную команду.
У них замечательные идеи. Там не только ролики, мероприятия, которые они проводят, они все наполнены смыслом. Каждый человек в этой команде – это нужный винтик, это нужный болтик. И когда я смотрю на слаженную работу всей команды, Алашары, на то, как серьезно относятся к работе, я не буду перечислять все ребята, каждый из них, мне хочется сказать, вот это настоящая команда. Учредителем нашей газеты является правительство и парламент нашей республики. Мы, конечно же, освещаем деятельность законодательного органа нашей республики, и мне приятно, когда на сессиях, когда на заседаниях фракций Муса Хабалевич выходит с интересными, с нужными, востребованными проектами. И эти проекты находят поддержку всех депутатов, всего парламента, независимо от партийной принадлежности. И замечательно то, что эти проекты носят социальный характер. Много лет обсуждался законопроект о статусе «Дети войны» в Карачаево-Черкесии. Во многих регионах это есть, это работает. Но наши дети войны, наши земляки были обделены. Муса Хабалевичу удалось разработать и принять этот закон. И таких законов с социальной направленностью законопроектов немало. Это говорит о том, что и как законотворец Муса Хабалевич на своем месте.